Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры. Приветствую вас, Амир Кахай. У нас сегодня собрались по поводу 30-летия Ногайское движение в Астраханской области. Вот, джанибековские чтения проходили, насколько я знаю. Расскажите нам, пожалуйста, подробности, что происходило, какие результаты были достигнуты. Я думаю, это будет очень нам интересно. Ассаламу алейкум еще раз. Еще раз здравствуйте, Бекбулат. Действительно, этот год у нас юбилейный. В этом году исполнилось 30 лет официальному началу этнокультурного общественного движения по возрождению ногайской идентичности и культуры на территории Астраханской области. Инициатива исходила от интеллектуальной части общества, учителей, врачей, деятелей культуры. В 1991 году был запущен культурно-просветительский проект «Джанибековские чтения». На следующий год, вот 21-й, будет тоже отмечаться 30-летний юбилей этого проекта. Ну, что хочется сказать, вот подводя такие итоги довольно такого, немалого, скажем, промежутка, да, который прошла, в частности, наша общественность за эти 30 лет. Задачи создателей и организаторов данного общественного движения и проекта «Джанибековские чтения» как инструмента расчистки и восстановления исторической правды о народе Ногая стояли следующие. Первое – это восстановление истории, языка, традиционной культуры ногайцев Нижнего Поволжья, установление культурных, экономических связей между регионами Российской Федерации и зарубежья, где традиционно проживают ногайцы, конструктивное сотрудничество с народами Астраханской области и Российской Федерации для работы на благо, региона и страны в целом, и налаживание культурных, научных обменов в научной среде, как в самой Российской Федерации, так и за ее пределами. Анализируя итоги 30-летней работы подвижников возрождения самосознания ногайского народа в целом и ногайцев Астраханской области в частности, можно прийти к следующим выводам с точки зрения взгляда их из прошлого в настоящее. Первое. Удалось развеять мифотворчество, в частности, турецких, татарстанских и казахстанских этнопропагандистов в том, что история Ногайской Орды как проекта может послужить основой для исторических и современных платформ турецких, татарских, казахстанских глобальных проектов, но без самих современных Ногаев. Под светом исторической правды исчезла сама основа для территориальных, политических и исторических претензий не только на правопреемность наследников Ногайской Орды, но, как оказалось, и Золотой Орды. Стали отчетливо понятны многолетние потуги псевдоисториков вписать Ногаев в Ногайле, ногайлинцев и во всевозможных татар. В век интернета доступ к альтернативным источникам истории привел к повышенному интересу всех слоев общества бывшего СССР к своей национальной истории. Те, кого не хотели и не могли слышать, были наконец услышаны. Следующее. Растворяя народ Ногай чуждых национальных проектов, авторы, в частности, крымско-турецкого, татарского, казахстанского псевдоглобальных проектов, получили диаметрально противоположный результат. Исторический обман и явное мифотворчество обнажило бедность и меркантильность их потуг. Это стало настолько очевидно, что Ногаи начали получать интеллектуальную поддержку от братских народов
Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Турецкой Республики. Огромное им за это спасибо и уважение, за понимание и поддержку в таком важном для Ногаев вопросе. Следующий пункт. Произошло главное. Ногаи осознали себя как народ, способный адекватно отстаивать свое историческое наследие. Следующее. В процессе бурных баталий на исторических фронтах по отстаиванию своей правды в народе Ногай появилась новая элита, понявшая ценность того исторического многовекового богатства, которое досталось им из прошлого, просто по факту их национального рождения. Осознав свою силу, ногайская элита уже не желала быть пешками в чужих геостратегических проектах. Вовлечение Ногаев, как этнос переходной идентичности, в чужие геостратегические проекты заставило ногайскую элиту по-новому взглянуть на свое историческое прошлое, настоящее и будущее в мире, где каждый народ как общность выживает за счет своего миропонимания истории и конструирования на основе этой истории своего будущего. Резюмируя общие выводы из анализа 30-летия джанибековских чтений, можно с уверенностью сказать, что период распада Ногайской Орды как проекта глобального уровня значимости закончен. Наступило время осознания своей ногайской идентичности не как этноса без родины и флага, а как народа с богатой самобытной историей, имеющей право не только на свое историческое наследие, но и на его концептуальное будущее. Размышляя об итогах конференции, посвященной 30-летнему юбилею джанибековских чтений, возникло чувство недосказанности или недоговоренности. Может, формат для такой даты был слишком узок, и поэтому вопросы были освещены не так ярко и глубоко, как этого хотелось. Тема явно не рядовая. Поэтому и дублируем эти выводы для широкой общественной аудитории. Можно считать, что за 30-летний период основные поставленные цели более чем достигнуты. Основные задачи решены. Культурные мероприятия проводятся, им только нужно повышать и наращивать уровень. Внутренняя и внешняя просветительская работа уже ушла в народ и живет своей жизнью. Напряжение немного спало. И теперь у ногайских элит возникает закономерный вопрос: что делать и как быть дальше? Появилась необходимость провести мозговой такой интеллектуальный штурм для людей, неравнодушных, посвятивших свою жизнь возрождению самосознания ногайского народа, как единственного исторического наследника государства Ногайская Орда. Прежде чем формулировать варианты ответов, лежащие не только на поверхности, но и в глубине, постараемся взглянуть на данные вопросы взглядом сверху, чтобы можно было охватить проблематику по всей ее целостности, полноте и адекватности. Возвращаясь к истории создания Ногайской Орды, как глобального евразийского проекта, постараемся вспомнить, в каких исторических условиях и какие она возникала и какие цели преследовали основатели этого проекта, начав исторический отчет ногайской идентичности. Пандемия чумы 1340-1350-х годов нанесла урон континентальной торговле по всему шелковому пути. Как следствие, начался процесс ослабления центральной власти в Сарае, столице Золотой Орды, и рост сепаратистских настроений на востоке государства и на северо-западе. Этот период мы знаем из истории как время Великой Замятни. После поражения последнего общеордынского хана Улуса Джучи Тохтамыша и его войск в битвах при Кондурче и на Тереке от армии Тамерлана произошло разграбление Нижневолжского ханского домена и основных крупных городов правого крыла Улуса. Возник
После этого возник вакуум власти на подконтрольных когда-то Улусу Джучи территориях. Авторитет потомков Чингисхана был подорван и десакрализирован. Впоследствии чингизидам отводилась незавидная роль в качестве марионеточного правителя. Последствия этих событий привели к тому, что торговля по шелковому пути из Китая в Крым и далее в Европу остановилась. Дани, налоги с подконтрольных территорий перестали поступать. Тамерлан, захватив богатую добычу, обеспечил себе стратегический тыл и экономическую базу для походов на Индию и Китай и ушел в Самарканд, предоставив местным элитам решать свою судьбу и судьбу всего панрегиона самостоятельно. Для всех, начиная от ганзейских купеческих торговых союзов, кочевой управленческой элиты, простых скотоводов и до русских князей, жизненно был необходим новый порядок, новая идея собирания панрегиона в новом качестве и с новой властной элитой. В этих условиях и появился Улуби-Эдиге как новый территориальный актор, правитель Мангитского дома с проектом Ногайская Орда, как наследника и правопреемника Улуса Джучи, впоследствии названный уже после его исчезновения Золотой Ордой. Скорее всего, это название является как бы данью золотому веку тюркоязычных кочевников под предводительством потомков Чингисхана. Сам же термин «Ногай» еще до эпохи хана Ногая имел высокий статус. Он подразумевал по смыслу бесстрашного и верного степного рыцаря, высоко ценящего свою честь и преданность своему сюзерену. Так, на фундаментальном союзе степных рыцарей и сакральных этнических постулатах, таких как общественные выше частного, духовные выше материального, служение превыше обладания, власть преобладает над собственностью, а справедливость выше закона, и возникла Ногайская Орда как проект новой империи евразийского пространства. Ногайскую Орду, как сложную государственную суперсистему, стали строить по привычным лекалам государства кочевого типа. И это всех устраивало. Стада паслись, караваны пошли своими привычными маршрутами, набеги давали добычу, русские князья собирали и привычно привозили дань в Орду и Ясак, зарабатывая при этом свой законный процент. Непобедимый Тамерлан к этому моменту умер, а его потомки уже не могли грозить войной и разрушением Орде. Тем временем технологический прогресс не стоял на месте. Стали возникать большие морские торговые корабли, а сухопутная торговля стала менее выгодной. Доходы от торговли скудели. Стали появляться все новые виды вооружения. Рождались новые тактики ведения войны. Оседлые страны уже не хотели мириться с хаосом кочевых набегов и оттоком податного населения с подконтрольных территорий. Более мотивированные кочевые народы, вытесняемые из привычных ареалов обитания, стали ослаблять и теснить Ногайскую Орду с ее привычного и насиженного пьедестала наследника Улуса Джучи. И тут перед акторами проекта Ногайская Орда встал вопрос, что делать и как быть дальше. Нужно было меняться, но меняться было мучительно трудно. Простые решения проблем всегда лежат на поверхности. Часть элит со своими подданными решила принять такие простые решения и встроилась в проект Османской империи и в ее составную часть Крымского ханства. Часть встроилась в региональные проекты Сибирского, Бухарского, Каканского, Казахского ханства. Часть добровольно вошла в состав Московского княжества. Кто-то нашел себя в составе различных казачьих формирований.
выполняя привычную для своего образа жизни роль – защищать, управлять и воевать. Простые решения, лежащие на поверхности в глобальных проектах, неминуемо ведут к фрагментации территории, деградации качества управления и депопуляризации самих носителей проекта. Такова горькая правда. Ногайская Орда, как актор большого евразийского проекта, перестала существовать. Осталась только память о великих предках и историческое наследие, неотделимое от носителей ногайской идентичности. Остатки носителей самой ногайской идентичности упрямо не желали и не желают становиться мифическими новайле, ногайлинцами и всевозможными татарами, мешая своей исторической правдой строить стройные геостратегические конструкции различным проектантам. Нагаям отказали в их природной идентичности, вешали ярлыки этномиссионеров, маргиналов и прочих нехороших реакционеров, стараясь побыстрее их смести с карты истории, чтобы потом ссылаться на них, как на своих молчаливых пращуров. Такова плата за исторический выбор простых решений, лежащих на поверхности. Существовали ли у предков современных нагаев другие ответы на такие простые и одновременно сложные вопросы, что делать и как быть? Наверное, они были. Но прошлого не вернуть и не исправить. Можно только делать выводы и извлекать урок. Выбор был сделан. Последствия этого выбора мы с вами видим. И вот снова на стыке вот этих, на начале нового тысячелетия, да, третьего, ногайские элиты стоят перед историческим выбором в вопросе, что делать и как быть дальше. Можно, конечно, углублять и расширять достигнутые результаты и не искать сложных ответов. Внешних игроков, делающих ставки на древность и богатство исторического ногайского наследия, это, конечно, бы устроило. Но правда уже вырвалась наружу и живет по своим законам. Так что в ближайшей перспективе поднимать свои лжезнамена могут только совсем уж дремучие пропагандисты. Вступать с ними в полемику, только работать на их рейтинг. Мы предлагаем начать тот самый мозговой и интеллектуальный штурм в широком смысле его понимания, о котором писалось в начале и по простым по написанию, но сложным по сути вопросам. Ногай, что делать и как быть в следующие 30 лет?